Даже для нигилистов стало понятно, что нужно сохранять башкирскую лошадь, потому что в ее ценности, ее уникальности уже никто не сомневается. И она вывозилась и для племенной работы, даже в Англию она вывозилась. Она вывозилась и в Крым, и во все регионы, соседние регионы много вывозили. Например, соседний Татарстан сотнями вывозились наши матки. И теперь, собрав весь молодняк, все потомство от этих маток, в Татарстане объявили их новой породой. Я, как могла, отстаиваю до сих пор, что это неправомочное дело, что это огромная ошибка, и нельзя нашу породу, нашу башкирскую породу лошадей, обозвать чужим именем, но тем не менее ничего не смогла сделать. Я об этом выступала и в печати, писала министерство, федерации и нашей республики, но ничего не смогла добиться. Теперь соседний Татарстан гордится своей лошадью, то есть нашей башкирской лошадью, называя ее татарской породой. Никогда в истории, нигде я не встречала такой термин «татарская лошадь». Не было этой татарской лошади. Разумеется, я не утверждаю, что у татар вообще, как животное, оно не присутствовало. Была у них лошадь, но покупная лошадь, наша лошадь, которую они вывозили, заводские породы лошадей, конные заводы у них есть, они туда вывозили. Но своей лошади не было. И причем они утверждают, что эту породу они создали за последние 5-6 лет. Хочу сказать, что на создание породы уходит не более полувека. Полвека. За это время нужно получить 4 поколения, 5 поколений лошадей, испытать их по продуктивности, по рабочим качествам, по фенотипу. И только после этого, убедившись в том, что они прекрасно передают вот эти признаки свои по потомству, то есть, что они унаследовали вот эти ценные качества и передают по потомству, только тогда можно это назвать породой. А что они могли за 10 лет создать, потому что на смену поколений лошадей уходит 8 лет. То есть вы купили лошадь, получили от нее потомство, дорастили до 4 лет, затем получили от нее жеребенка. Вот это занимает 8 лет. Посчитайте. На 5 лет это значит 40 лет. Это как минимум. И поэтому уверение о том, что в Татарстане эта работа проводилась, для меня просто... они показывают не только свою неосведомленность методики породообразования, но и... я теперь считаю, что время изменилось, и люди стали более терпимо таким не особенно честным выходкам. Почему-то никого это не волнует. Например, я на свое письмо, написанное Департамент животноводства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, даже в наше министерство не получила ни одного внятного ответа. Везде писали: а мы не в курсе, мы не знаем.